Студия Романа Пестерева представляет. Вы смотрите телеверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». С вами Елена Амосова. С 26 по 28 августа в Якутске состоялся первый съезд молодежи республики, на котором собрались ребята со всех 36 районов республики. На съезде были рассмотрены актуальные вопросы и проблемы, затрагивающие интересы молодежи республики. Первый съезд молодежи Якутии, прошедший в столице республики с 26 по 28 августа 2014 года, собрал 404 делегата из 36 муниципальных образований. Во время съезда были рассмотрены актуальные вопросы и проблемы, затрагивающие интересы молодежи Республики Саха-Якутия. Основными направлениями работы съезда являлись молодая Арктика, нравственные и духовные ориентиры поколения, трудоустройство и самореализация молодежи, профессионализм и конкурентоспособность, молодая семья, фундамент здорового общества, здоровое поколение, стабильное развитие, патриотизм, история, преемственность. Это очень важное событие сегодня, потому что у нас очень хорошее представительство здесь на съезде. Из всех муниципальных образований республики у нас приехала молодежь со своими идеями, со своими взглядами, со своими подходами к реализации молодежной политики. И нам очень важно эти все вещи проанализировать. Съезд молодежи сегодня вырабатывает стратегию молодежной политики на ближайшие годы. И мнение наших молодых лидеров, которые приехали с разных уголков нашей необъятной республики, нужен, необходим, чтобы эта стратегия была богатой, всесторонней и действительно работающей. За 3 дня работы участникам предстояло подготовить предложения и рекомендации для органов государственной власти, местного самоуправления республики и институтов гражданского общества. Есть хорошие проекты. Вот, Федор Ушканов из Мирбинского улуса предлагает, чтобы в начале своей трудовой деятельности выпускники педагогических институтов и педагогических колледжей давали клятву учителя. Я думаю, что это позволит нам иметь хороший, качественный состав учителей. Очень хороший проект предложил Роман Пестерев из города Якутска. У него есть портал «Умный город». Соответственно, если есть умный город, то должны быть умные города. Если умные города, то умная Арктика, умная республика. И эту цепочку предлагает как идею всем подхватить и реализовывать ее на всей территории нашей республики. Предложили очень хорошие проекты обмена опытом по профессии оленевода, по проведению Конгресса арктической молодежи. Мы все вопросы систематизируем. Что-то войдет, конечно же, в резолюцию нашего съезда, что-то обогатит стратегию молодежной политики, которую мы примем. И мы все предложения возьмем в работу. Руководство республики всегда уделяет самое пристальное внимание вопросам молодежи. С делегатами встретился и временно исполняющий обязанности главы республики. Ребята также предлагали свои идеи, предлагали свое видение, и Егор Афанасьевич, он очень многие моменты он взял на заметку. Он всегда же говорит молодежи: давайте предлагайте, говорите, я всегда вас слушаю. Республика у нас большая, и в принципе на разных территориях по-разному реализуется молодежная политика. Задача этого съезда – показать молодежи, которая приехала сюда, чтобы она, во-первых, показала, как они проводят молодежную политику, и обменяться опытом, посмотреть на других, и с новыми знаниями, с новыми идеями приехать себе в городской округ, муниципальное поселение, муниципальный район, и там попытаться это все в жизнь реализовать. Здесь собрались самые, достойные, активные молодежь республики, которые потом будут двигать дальнейшее развитие нашей республики. Актуально, что сегодня собрать съезд. Каждый год, если будут проводить такие съезды, я думаю, что постепенно, со временем мы перейдем к такому развитию, которое будет, потом молодежь скажет, что мы это сделали мы сами. А молодежь должна понимать, все зависит от них, все в наших руках. На сегодняшний день бескаркасное строительство – это быстро развивающаяся технология с огромным потенциалом, особенно в условиях нашей республики.
Арочные ангары являются помещениями, выполненными из специального гофрированного металлического профиля. Пролеты стандартного арочного ангара могут варьироваться от 4 до 24 метров. Высота арочного ангара зависит от ширины арки и может составлять от 3 до 12 метров соответственно. Ангары подобного типа могут быть однослойными, двуслойными или утепленными. В зависимости от назначения ангар может комплектоваться воротами, калитками и окнами. Также в зависимости от требований клиентов могут быть расширены конструкционные комплекты арочных ангаров. В них могут быть включены навесы, витражи, перегородки и прочее. Их преимущество перед другими постройками схожего назначения заключается в экономии времени и денег покупателей. Стоимость быстро возводимых зданий от 3000 рублей за квадратный метр по полу. Испытания подтвердили долговечность и прочность бескаркасных конструкций. Срок полезной эксплуатации составляет более 25 лет. Бескаркасные ангары – это практически любые промышленные помещения арочного типа, предназначенные для стоянки, техобслуживания, ремонта машин и механизмов разного типа, а также для хранения разного рода сельскохозяйственной и промышленной продукции. Данная технология строительства позволяет соорудить спортивные, торговые и выставочные комплексы, гаражи. Опыт компании Saha Building дает возможность реализовать проект ангара от начала его разработки до сдачи в эксплуатацию. Материал, который используется для их строительства – сталь высокого качества, которая не подвержена коррозии и воздействиям факторов окружающей среды. Компания Saha Building занимается пенополиуретановым утеплением квартир, домов и гаражей стоимостью от 750 рублей за квадратный метр. Заказать утепление пенополиуретаном или бескаркасные арочные сооружения производства компании Saha Building вы можете по адресу город Якутск, улица Неустроева, 18 или по телефону 737 775 717 133. Компания Saha Building предлагает строительство бескаркасных арочных конструкций в кратчайшие сроки, высочайшего качества и пенополиуретановое утепление. Звоните 737 775 717 133. Солнце и чистейшее море, замечательная кухня и множество достопримечательностей. Все это делает Грецию идеальным местом для отдыха. Подробнее о путешествиях в этой удивительной стране вы узнаете прямо сейчас. Здравствуйте, меня зовут Нергиана, я являюсь менеджером турагентства Bon Voyage. Сегодня я хочу вам рассказать про свою поездку в Грецию, куда я ездила в апреле этого года в ознакомительный тур. Греция является одной из востребованных стран в сфере туризма. Туры туда стоят недорого. Греция отлично подходит для семейного отдыха, так и для молодежи. Греция в прямом смысле зеленая страна. Там нет ни одного клочка земли, где не было бы зелени. Когда ты едешь в автобусе и смотришь в окно, глаза просто разбегаются от буйства красок. Отдельно хотелось бы отметить греческую кухню. Она является типичным представителем средиземноморской кухни, которая состоит в основном из легких продуктов, такие как овощи, фрукты, свежайшие морепродукты, вкусное вино и оливковое масло. Очень многим она придется по вкусу. Одной из основных целей моей поездки в Грецию являлось изучение отельной базы. Я сегодня могу уверенно сказать, что даже в двухзвездочных отелях они предлагают высокий сервис и комфорт. В Греции можно отдохнуть по-разному. Вы можете лежать на пляже, потягивая свежайший коктейль, пройтись по историческим достопримечательностям, совершить паломнические, свадебные, оздоровительные и шоп-туры. Для детей есть отличная возможность отдохнуть в одном из самых популярных лагерей в мире Scholars Camp, где они могут совместить активный отдых с изучением английского языка. Территория лагеря просто огромная, и там ребенок может найти себе любое занятие по душе. Это может быть альпинистская стенка, паркур, йога, вокал, танцы, стрельба из лука, водное поло и очень многое другое. В данное время группа детей из Якутии отдыхает в Scholars Camp и очень довольны отдыхом. Греция входит в группу стран Шенгенского соглашения, но тем не менее она является очень лояльной к российским туристам. Более 70% туристов они получают мультишенгенские визы сроком на 6 месяцев. Так как мы сотрудничаем с ведущим оператором по Греции, можно у нас изготовить визу в кратчайшие сроки с минимальным пакетом документов. Очень многие туристы интересуются политической ситуацией в Греции. Я смело могу сказать, что это никак не отразится на вашем отдыхе. Греки очень дружелюбный и веселый народ. Смело езжайте в Грецию.
Грецию. Внимание, модниц! С сентября по май вы можете поехать в Грецию всего за 1 евро за шубой своей мечты. Для тех, кого интересует получение престижного европейского образования, есть отличная возможность обучаться в университете имени Аристотеля в городе Салоники без вступительных экзаменов. А тех, кто мечтает о доме на берегу моря, заинтересует очень низкие цены в Греции на недвижимость, которые начинаются от 10 тысяч евро. В общем, Греция не очень дорогая страна. Если сравнивать с Якутском, то в греческой таверне можно покушать за 300 рублей. В подарок своим близким, помимо традиционных магнитиков и тарелочек, вы можете привезти меховые изделия, настоящее оливковое масло, сыр фета, иконы из священных мест и качественную косметику. Путешествуйте и исследуйте вместе с турагентством Bon Voyage. Туры в любую точку мира по самым выгодным ценам. Таиланд, Мальдивы, Сейшелы, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Испания, Франция, Мексика. Туристическое агентство Bon Voyage. Телефон 25 39 93.